Дорогие зрители, здравствуйте, всем привет! Мы с вами отправляемся в Южно-Сахалинск. Здесь почти готов к своему старту очередной матч в рамках Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Сегодня Сахалин принимает Домасшор номер 2. Южно-Сахалинск против Комсомольска на Амуре. Интереснейшее противостояние, и интерес продиктован не только уровнем команд, но и еще борьбой в турнирной таблице. Так как играют у нас команды, которые соседствуют уже после стандарта. Сейчас следует подача. Это даже удар по воротам. Довольно мощно пробил, если не... Ох, как красиво развернулся Артем Герасимчук. Передача, момент и... Нет удара! Владислав Кон подстраивался под эту передачу, сам себе грудью скидывал под удар. Все было неплохо, но вот это касание было, конечно, определяющим в данном эпизоде. Мяч как-то... Будько. Подача! Удар по воротам. Блин, Антон бегает за этим розыгрышем. Слышали мы фразу «Ой, хороший», что, в общем-то, характеризует данную подачу. Хороший перевод, действительно. Алексей Тан. Подача. Ух, как опасно! Неправильно включились футболисты Шора в борьбу против Ильи Рожнова. Да, вот здесь мы видим, что действительно подтолкнули Рожнова. Но мяч это очень энергозатратный футбол. Нужно постоянно иметь концентрацию, держать ее. Нужно постоянно держать концентрацию, следить за любой передачей, за любым перемещением футболистов без мяча. Но вот пока у Шора белогорца ни одного гола. В игре против Локомотива тоже сыграли в сухую, против Вулкана также не пропускали. А сейчас опасный момент, рикошет. Чуть было автогол не влетает в ворота Шора, но справедливости ради в столь неприятном эпизоде мягко его принимал, чуть ли не спиной. Но это уже атака с Шора, и можно покатить под удар. Алексей Тан, момент! Хорошая комбинация. И это Александр Булдыгин на наших экранах, но бил-то, по-моему, Владислав Шафорстов. Да, все верно. Алексей Тан и Владислав Шафорстов. Кулаков смещается к штрафной, играет в центр. Но тут очень сложно пробить. А вот это уже вариант для удара. Мяч пролетает над перекладиной. Васильев пробил. У него, как и у Шафорстова, пока 2 удара по воротам. И ровно так же, как все обошлось для Сахалина. Вот теперь уже атакует команда из Южно-Сахалинска. Пас под второй темп. Владислав Кон, ну нужно реализовывать! Мог начинать гадать, заваливаться или влево, или вправо, но решил до последнего стоять. Арбитр дает свисток. Пока 0-0. Очень насыщенный первый тайм мы увидели. Да, может... Тут и много атакующих футболистов, и игроки оборонительные. Тоже есть удар по воротам с отскоком от газона. Да, насколько спокоен в створе первый номер Шора. Опа! И все, и момент. Ну, в общем-то, довольно неплохо мяч протащил вперед. Удар по воротам! И снова Ян Букер. Так вот. Атакует Шор. Родионов. Кулаков. Удар по воротам. Примерно одинаково в воротах. Очень уверенные, в хорошем смысле уверенные в себе футболисты. Действительно, отлично играют. Наслаждаются солнцем и также, разумеется, наслаждаются игрой. Сейчас опасный момент. Родионов. Родионов! В мире. То вот Шор номер 2, самый статусный номер, это, разумеется, номер 2, опасный момент. Алексей Тан. Под тоже вполне статусным 11-м номером играет этот футболист, и это, безусловно, но она из главных действующих фигур в атаке. Отлично разобрался с соперниками, оставил неудел и Жуйкова, и Поля. Ну а у Сахалина еще разок выделю
Глеба Родионова. Фифилов с двумя соперниками разобрался, момент и гол! И забивает Шор! 94-я минута стартует, и Шор забивает! Фифилов становится автором голевой передачи, создает этот мяч, забитый второй номер Шора. Это что за матч? Это что за развязка? В Голливуде такого не бывает. Помните, да, как в легендарном репортаже «Россия-Канада» «Жизнь лучший драматург». Это действительно так. Фифилов, ну ты просто гений. И это победа с Шора. Забивает 17-й номер. Глеб Васильев, который подключился в атаку. Абсолютно никем не прикрытый Васильев забивает на последней минуте. Это последний удар в нашем матче. И 1-0 Шор номер 2 побеждают. Отрываются на 7 очков от своего соперника сегодняшнего в таблице. Это какой-то космос, друзья. Представляю, как обидно болельщикам Сахалина. Представляю, как сейчас горько на душе тем, кто переживает за команду из Южно-Сахалинска. И травм сегодня много по ходу матча. И обиднейшее поражение. Но это опыт. Всего доброго, друзья. Пусть у вас все будет хорошо. Ну и не забывайте, что нас еще ждет послематчевая пресс-конференция. Пока-пока.